Ватыктабыллах бир дайдулахтарым, уважаемые якутяне, дорогие друзья, провожая старый год, мы, как всегда, подводим его итоги, вспоминаем главные события. 2013 год был сложным для всей России, но при этом мы завершаем его достойно. Цифры – вещь упрямая. Они говорят о том, что нам удалось сохранить рост экономики по основным показателям. В республике сохраняется стабильность. Это значит, что мы с вами упорно трудились, обеспечивали не только достаток своих семей, но и развитие родной Якутии. Сегодня руководством Российской Федерации Дальнему Востоку уделяется особое внимание. Это внушает оптимизм, дает нам уверенность в том, что и Республика Саха-Якутия будет двигаться вперед еще быстрее. А главное, будут быстрее создаваться условия для более благополучной и комфортной жизни якутян. 2013 год был объявлен в республике годом села. Основным его достижением считаю изменением настроения людей. Стало появляться еще больше инициатив с мест, хороших идей и предложений. Жители наших сел ощутили начавшиеся перемены. Поняли, что если приложить свои силы, полнее использовать собственные возможности, а также механизмы, которые создаются органами власти, то многие проблемы решаемы. Хорошие перспективы мы имеем в развитии промышленности. Продолжают увеличиваться доходы в бюджет Якутии от добычи нефти, угля, золота, алмазов и других полезных ископаемых. Важнейшим событием года стало сохранение компании «Алроса» в государственной собственности. Благодаря частичной приватизации «Алроса» стала привлекательнее, прозрачнее для инвесторов и остается лидером мирового алмазного бизнеса. При этом все средства, вырученные от реализации части акций компании, пойдут на нужды якутян. В 2013 году мы стали свидетелями открытия новой научной станции на острове Самойловский в Булунском районе. Мы с интересом смотрели спартакиаду по национальным видам спорта игры Манчары, наблюдали за другими яркими спортивными и культурными событиями всероссийского и международного масштаба. В республике с превышением плана возводилось жилье, школы и детские сады, больницы и котельни. Планомерно повышается заработная плата работников бюджетной сферы. Уважаемые друзья, к сожалению, нам пришлось пережить явление и совсем иного рода. Весной и летом многие населенные пункты республики пострадали от паводков. Засуха постигла западную часть республики. Мы столкнулись с небывалым мелководьем на реках. Не обошли нас стороной и большие человеческие трагедии. Однако даже в самых сложных ситуациях многонациональный народ Якутии всегда находил в себе силы сплотиться и прийти на помощь пострадавшим. Мы еще раз доказали, что создаем зрелое гражданское общество, что мы в ответе друг за друга, в ответе за свой любимый северный край. Большое спасибо хочу сказать жителям Тикси, Нюрнгери, Уснеры, сумевшим в тяжелой ситуации объединиться, создать общественные советы и совместно с органами власти решить назревшие острые вопросы. Последние 2 года наши селяне помогают друг другу в условиях засухи. Это очень важный и нужный, полезный опыт. Он доказывает, что объединившись, можно преодолеть любые трудности. Дорогие земляки, прошедший год по восточному гороскопу был годом змеи. Он часто преподносил нам неприятные сюрпризы. Непредсказуемая коварная змея иногда больно нас жалила. Наступающий 2014 год – это год лошади.
Лошадь – священное животное для Якутии. С ней связаны наши традиции и культура. Она присутствует на государственном гербе нашей республики. Я хочу, чтобы наступающий год лошади принес нам только удачу и счастье. Дорогие якутяне, в эти последние минуты старого года от всей души желаю вам крепкого здоровья, любви и семейного благополучия. С Новым годом вас! Саргалах Сангадиланан Барджаном.